Да, вот мне интересно, я вот посмотрел, да, вот вы по-казахски, получается, уже разговариваете, да, как таковой? Нет, на самом деле нет. Вот все, что, например, если касается чата, то Мгм. я перевожу через переводчик или через нейронку. Вот. И он мне же Да. помогает ответ, да. То есть сам я практически, ну, нулевой вообще. Вот. Ага. На данный То есть вы момент я... переводите через переводчик? Мгм. А? Извините, что прервала вас. Получается, вы переводите через переводчик и потом говорите, да, читаете то, что Ну так? да, примерно так. То есть Мгм. на данный момент у меня сейчас, ну я немного так стал улавливать. Вначале у меня вообще было, скажем так, непонятки, что делать и куда двигаться. Слишком тяжело Ага. было. А сейчас я понял, Тяжело. что мне нужно как бы словарный запас нарабатывать. И мы сейчас вот с другим репетитором, мы сейчас по глаголам проходим. То есть берем глагол, Мгм. проходим его и составляем как бы предложение. Примерно так. А сам по себе Хорошо. я читаю новости на казахском, перевожу их. Ну так чуть-чуть слова потихоньку запоминаются. Уже начинает в голове появляться как бы такие вещи, как там, ну то, что глаголы чаще всего в конце ставятся, как Мгм. бы паровоз немного выстраивается. Вот, окончания некоторые стал понимать, там, прошедшее время, там, например, ган, кан, вот это вот, ган, ген, кан, кен, да. Вот. А Ага. так, ну, пока что ноль. Ну, один плюсик в Ага. том, что я, например, английский более-менее так уже освоил. Я его спокойно Мгм. читаю, там смотрю, могу поболтать и решил за второй язык взяться. Вот примерно так. Очень прекрасно, да, то есть у меня, знаете, прям руки чешутся, да, вот прям провести вам такое мощное занятие хочется прям, да, вот. Я надеюсь, увидят наши зрители это, да, то есть ранген, о котором вы говорите, да, то есть это сложный уровень. Это, знаете, вот именно есть простая, то есть казахский язык, он как будто вот именно на ступеньки, если брать, первая ступенька вот именно глагольных форм, да, то есть времена глагол. Есть ранген, это как будто, знаете, как сказать, развитый уровень казахского языка. Если он человек обладает функциями «мен келгенмін», «келген еді», да, то есть это как будто считается все, да, то есть «келмеген еді», да, там, вот это вот, это, как сказать, развитый уровень, вторая ступенька казахского языка, как будто Мгм. две линии казахского языка. Есть сложный уровень казахского языка, есть, как бы, ну, вот именно через ганген, да, поэтому, чтобы изучать казахский язык, мы начинаем с простого. В целом вы читать умеете, да? Гармонию гласных знаете, верно? Получается. В эти Ну, моменты. в общем-то, в голове знаю, но на практике Мгм, я часто ошибаюсь. Но из-за того, что я занимаюсь с человеком, он меня как бы поправляет также. мгм. А мне вот хотелось бы узнать относительно, к примеру, как вы скажете, к примеру, а, ты сделай, к примеру. Вот как переводится глагол сделать по-казахски? Сделать э, стеу, Сею, да. Как вы скажете, стеу, ты сделай, как будет тогда? сенсейшн, сенс, Хорошо, ну, давайте как бы да. хорошо, давайте на этом остановимся. Хорошо. Теперь второй момент. Как вы скажете, давайте я сделаю? Вот Давайте, инициативу. Да, давайте я сделаю. Вот так вот. Если не а, знаете, так и говорите, что не знаете, пока коротко. давайте, не помню. Ну, скорее всего, читали, Хорошо. но я не помню. Хорошо, пусть давайте на этом остановимся, да? Вот, и именно этот урок мы сегодня с вами пройдем, потому что эта тема связана как раз-таки с нашей разговорной речью, да, то есть вот именно с проявлением инициативы, да, то есть давайте я сделаю, или ты, как бы в приказном тоне, да, в тоне, или поверительном наклонении, да, просьба, да, попросить другого человека что-то сделать, да, вот. И пусть он сделает, к примеру, как будет.
например, может занять. Пусть он сделает. Пусть Да, не, да, да. не скажу пусть. Все хорошо. Давайте на этом остановимся, да. Теперь, для того, чтобы мы подошли плавно к этой теме, мы должны, получается, давайте вообще познакомимся, какие глаголы бывают и с какими глаголами вы будете уже работать в дальнейшем. Да, то есть, ну, какие глаголы вы знаете, потом мне скажете. Я вам сейчас включу презентацию и Мгм. посмотрим в целом, вот отметьте для себя, какие глаголы вы потом будете, ну, знаете, ну, то есть, да? Мгм. Экран видно вам? Да, видно. Ага, Дайндалу хорошо. подготовиться, стею делать. Мгм. Смотрите, когда вы будете читать, вот смотрите, вот здесь вот, вот есть ряд, да, к примеру. Вот этот ряд, он как бы по принципу, как сказать, вот именно, он разделен, получается, по логике вещей, да. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Видите, вот в таком порядке читайте, и вам понятно будет. Понятно? Ну, если что, я вас подправлю. Вот. Мгм. Дайндалу — это подготовиться, Дайндалу да? Мгм. подготовиться. Мгм. Дайндау готовить. Мгм. Бастау начинать. Вот. Потом Стеу, стил. стеу делать. Жмустеу работать. Аяктау БТРу закончить. Мгм. Дималу отдыхать. Какие глаголы вам известны, какие неизвестны тут? Ну, я все, в общем-то, читаю, но могу иногда забывать. Вот у меня, Знаете, да? да, запоминаемость такая туговатая. Хорошо. То есть здесь что интересно, да, по какому принципу это все состоит, да? То есть сначала человек готовится к чему-то, да? Дайндалу — подготовка, дайндал — что-то готовить, да, к примеру. Постав — начинать что-то делать, да? Потом делать, либо работать, заканчивать и отдыхать, да? То есть легко же, да? Как вы Ну, думаете? ну, наверное, да. Мгм. Нет, вот, человек что-то подготавливается, потом начинает, потом делает, либо работает, заканчивает и отдыхает. Вот, ну, основные такие действия, самые простые, да, то есть можно вот по такому принципу. Вот представьте, что вы что-то начали делать, да, вы подготавливаетесь, потом начинаете это делать, работаете, либо делаете, да, там как коротко, заканчиваете, да, и, соответственно, отдыхаете. Потом идем дальше. Какие слова еще? Вот снизу. Отору, жату, тру, жру, жру и жугру. Жигуру, да? Вот здесь это основное положение человека в пространстве, да, то есть либо человек сидит, либо лежит, стоит, ходит, либо бежит, да, вот, ну, если условно говоря представить человека, то он, ну, положение человека в пространстве. Это вот тоже можете вот так вот запоминать потом. Дальше идем. Ну, вот Вот эти эти вот. 4 глагола, мы с ними, с другим преподавателем знакомились. Они Мгм, входят в состав, скажем так, сложных глаголов, которые состоят из двух слов, да? Ну, то есть ты, мгм, скажем так, я в данный момент, а, ну, что-то делаю. мгм. Соответственно, первый глагол это основной, что я делаю, а второй прибавляется там жатермен, да, или там Мгм. турмен, или и так далее. Да, то есть это нет, здесь я по-другому объясняю здесь, да, то есть там по временам глагола там очень интересно. В целом, да, вы правильно сказали, к примеру, там «мен степ жатырмын», да, либо «мен степ отырмын». Получится «мен либо степ тұрмын», либо «степ Да. жүрмін». Получится 4 варианта, как можно сказать. Люди, которые по-казахски говорят, они сходу, да, то есть выбирают нужный им там, как сказать, вот этот вспомогательное слово, так скажем, да, для того, чтобы, к примеру, карал сделался глаголом в настоящем времени. То есть вот эти вот слова, вспомогательные слова, утру, тру, жату, жу, они другие все остальные глаголы превращают, то есть помогают им сделаться в настоящем времени.
То есть сами они по себе, к примеру, харау или курситу, да, то есть они не могут сделаться в настоящем времени. Это Да, вспомогательные слова. И да. тем самым становится аналитический глагол, да, получается. Слово состоит из двух слов. Но от того, что, к примеру, «мен келе жатырмын», да, там, «мен келе жатырмын», я иду, от этого человек не идет лежа, да, там, Да, там, да, да. да-да-да. То есть сам процесс во времени, потому что само настоящее время, вообще если так представить настоящее время, оно же скользкое, оно же вот именно постоянно в течение, то есть время же течет, да, то есть жату это очень, ну, то есть среднее, да, отру это вот именно что-то короткое, то есть чуть поменьше, тру это сам момент, жиру это очень длительное время, к примеру, да. Но это, если что, потом мы, если что, с вами разберем. Вот, могу Да-да, вам. это мы, кстати, мне не раз это объясняли, я это примерно уже, как бы у меня уже отложилось. Мгм. Но если надо, я вам проведу еще урок, вы, думаю, поймете. Дальше идем. М, Читайте. Куру. Да. Кору. Мгм. Видеть. Харау. Смотреть. Корсету. Показывать. Показывать. Смотрите, Ки. еще знаете, как казахи говорят? Курсуту. Первая буква «ы» переходит в следующее, да, курсуту. Буква А, «ы» обычно переходит в следующее, да, курсуту. трансформируется как бы. Да, потому что в разговорной речи есть именно устный казахский язык, который вот именно, в котором гармония гласных прям в полной мере. А в письменной речи это не отражено, короче. Потому что если будет полностью вот именно копироваться устная и письменная речь, то оно немного, ну, дисбаланс будет, короче. И поэтому курс эту сделали, понятно? Понял? Корсету. Вот. Курс эту. Да, то есть в Да. разговорной речи курс эту можно говорить и курс эту. Ничего такого страшного нет в этом, да? Вот. Ну да, понятно, да. То есть На как свое бы усмотрение люди уже знают, как, что говорить, курситу, либо курситу, да. Вот дальше кию, потом кию одевать. кию, потом Щешу шишу. снимать. Смотрите, вот что интересно, шишу мы пишем, да, шишу. Мы почему-то обычно вот так вот пишем шишу. Буква Ш, оно, то есть после буквы Е не должно находиться, да. Пишут шишу, а если вот транскрибировать, да, будет ще, да, ще, шу. Так, сейчас скажу вам, покажу вам. Буква У, да, то есть она становится вот такой вот интересной. Вот. Я казахский алфавит не могу двигаться. Так, шишу, вот так вот будет. Понятно? Шишу. Кию то же самое. Кию, да, вот. Дальше идем. Бару пойти, Угу. поехать. Да. Бар Дальше. келю. Бар келу, да? Или Барб келю. келю, да. Келю. Барб келю. Бар Сходить келю. с кем-то. Угу. Сходить, съездить. Эту. Проходить мимо. Ту-ту. Угу. Дальше. Келю. Приходить, приезжать. Кету. Уходить, уезжать. Да, то есть в казахском языке, да, то есть если вы заметите, всегда ходили на лошадях либо пешком. Поэтому съездить, ехать, такого глагола нет, да, то есть вот в формате, то есть бару, поехать, пойти либо поехать, вот сразу человеку понятно, да? Вот. Дальше идем. Какие еще есть глаголы у нас? Алу брать. Алу келю. Нет, потом вот так Принести. вот читать. Алу, беру, да, вот так вот. Алу брать. Беру давать. Угу, Алып келю. Принести. Апарып беру. Отнести. угу, Жиберу. Отправить. Хайтару. Вернуть. Келесу. Договориться. Төлеу. Оплатить. Сату. Продать. Сатып алу. Купить. угу. Потом, ну, то есть здесь точно, то есть здесь сама логика, да, то есть брать там и давать, да, Мгм. взять там, короче, вернуть, короче, ну, вот так вот. Продать, купить, да, вот по этому принципу. Дальше идем. Сурау, Сурау. Спросить. Жауап беру. Отвечать. жавап
это ответ, да? Давать ответ получится. Да, давать. То есть, Давать, получается, ответ. Давать, мгм, жауап беру. То есть это, как сказать, это тоже, это считается аналитический глагол, то есть он состоит из двух слов, но, к примеру, его нельзя разделить вот так вот. Прям. Ну, если это глагол, то жауап беру, это цельный глагол получится. Мгм. Даже. Сөйлесу. Разговаривать, поговорить. Мгм, Айту. Сказать, говорить. мгм, Сөйлеу. Говорить. мгм, Сөйлесу. Разговаривать, сөйлеу. Говорить. мгм, Блю. Знать. Ойлау. Думать. Ойнау. Играть. мгм. Уйрену. Научиться. Тусину. Понимать. Вот. Это связано все, что с пониманием, да, со спрашиванием, отвечанием на вопрос, да. И в целом есть различие между словом «суйлесу» — это разговаривать либо поговорить, да, «адамин суйлесу», и «суйлеу» — сам процесс вот говорить, да, как бы вообще. Да. Айту и сказать, и говорить, да, то есть. Вот, к примеру, почему вот, к примеру, есть слово, еще можете обратить внимание, да, «ойнау» и «ойлау». Почему они вот похожие слова? Как Почему? вы думаете? А? А в корень какой тут? Ой. Ой, да? Ой, как переводится, может, знаете? Наверное, ум. Это ой, это мысль, идея, Мысль. да, то есть есть даже слово оин, оин, это игра, да, вот Да. игра, оин. А, вот оин, ой, получается, оин, сам, даже ребенок, когда растет, он начинает думать, да, то есть сам он начинает познавать мир и начинает думать, да, то есть познает предмет, то есть через предметы, да, вот все. И поэтому ой, ойлау и ойнау, да, вот именно очень так, как сказать, они, как сказать, с одного корня, так скажем, сделаны. То есть надо узнать хорошо корни казахского языка, тогда вы сами поймете, ну, то есть от чего отталкиваются, да, к примеру. Или, ну, тусуну, да, вот. Вот люди говорят цуну, да, через ц говорят, да, цуну. Вот это вот все, Сыну. да, вот это вот всё тыц, они через ц говорят, да, цуну, да, вот так вот, цуну. Вот, могут так сказать. Дальше идем. Слышать. Есту. Мгм. Тыңдау. Тыңдау. Мгм. Тыңдау. Дальше. Жазу. Писать. Жазып алу. Записать. Мгм. Оку. Учить. Читать. Санау. Считать. Так. Потом давайте вот так вот. М. Вот вот это. Сактау. Сохранить. Мгм. Өшіру. Удалить. Удалить. Да, то есть сохранить, удалить, да, или жою, да. Есть слово Ну, жою. это да, это в Уничтожить. сегодняшней реальности сохранить и удалить это везде. Да-да-да. А Сахтау, уж Оширу. да, либо жою — это прям полностью уничтожить, да, козом крутую еще, ну, это жесткое, конечно. А, Вот, ну, короче, есть слово жою, это вот прям уничтожить в значении, да. Если, к примеру, как сказать, истребитель, к примеру, жойгыш говорит, да, то есть там, жойгыш говорят, да, там, истребитель. Вот от слова жёг, жою, да, вот, к примеру, ну, жёг нет, соответственно, жою. Вот, дальше идем. а. Ага. Жог это нет, а жою как бы однокоренное, да? Жокклу. То есть жую, либо жокклу, да? А Вот так. жог колу это как? Сделать, сделать, чтобы этого не было, короче. А, Понятно? понятно. Да. Потому что есть слово даже, смотрите, клык, да, вот клык. Это какое-то человеческое поведение. Клык. Кыз кылыгымен там есть, то есть девушка, да, то есть своим поведением, да, то есть умиляет, типа говорят, кыз кылыгымен деп айтады, да, поэтому жоқ қылу деп айтады, жоқ жою, короче. Ну, давайте не будем останавливаться на этом, да, Ага. если идем дальше. Если вот тут вот. Есте сақтау. Запомнить.
Получается, Мгм. есте сактау. Сактау это сохранить, и сохранить плюс слышать это Нет, запомнить. здесь смотрите, есть это что? Есть это разум, наше сознание в голове. А есту это не связано с есте? Связано. Есть, смотрите, как происходит это, да? Есть это наше сознание, да, то есть вообще наша, весь мозг, наша, ну, то есть наша голова, да, условно говоря, Мгм. мозг, разум есть. И получается, есть то, человек, когда слышит, ему принимается какая-то информация в голову, да, он слышит, наша голова слышит, принимает какую-то информацию. Есть и сахтал, услышанное он сохраняет у себя в памяти, в голове, да, есть и сахтал. Сохраняет, Сохраняет разум, получается, запоминает. запоминает. Как раз таки есть, вот как раз таки вам нужно, есть и сахтангс, да, говорят там, запомните, типа вот так вот. Есть тынгс, говорят, да, к примеру. Дальше идем. Умуту, забыть, Умуту да? забыть, Умуту. ески Мгм. алу. А, к примеру, уже ески алу — это уже взять что? Взять разум, Нет, нет, взять из памяти. взять из памяти. Ну понял, Ески, да. то есть вот, к Из примеру, человек... сознания как бы вытащить, да? Да, 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 да. Мгм. Ески алу. То есть Ки. вспомнить, да, то есть из памяти достать какую-то информацию, ески алу получится. А, У нас, к примеру, дослов. в голове... Да, извините, вот у нас Да. в голове этой информации не было, еске, кайда. То есть, ну, вот, то есть вернуть в свою голову ту информацию, которую мы когда-то помнили. Вот так означает, если дословно М, переводить. Понятно? понял. Вот у нас мы забыли, то есть у нас в голове этого нет. Мы вспомнили, да, то есть в нашу голову какая-то информация пришла, Понял, да. вот в этом, поэтому есть киалу, понятно? Как бы я взял в голову назад. Да-да, вернул эту информацию, память вернул, да, вот так. Мгм. Тану. Вот так. Узнать. А, что? Дальше, да? Да, дальше идем, ага. Тану. Узнать. Танысу. Познакомиться. Мгм. Тану, танцу, да, вот вам нужно знать. Тану, танцу. С кем-то познакомиться. Танцу, тану — это уже узнавать. Вот. Мгм. Я кого-то узнал, да? А если я познакомился, то с кем-то, да, то Да, «с» танцу. Там. добавляется. Андрей мен танцу, да? Или мен Андрейді таныдым. Да, то есть я узнал, таныдым. А танцу — это вот мен таныстым, да, только что. Например, понятно? Вот. Хру. Дальше идем. Ага. Хру заходить. Шру выходить. Заходить, входить. Ага. Ауа жуту. Не, смотрите, здесь будьте внимательны. Вот Жуту. тут А? кру и шу есть. Понял. А, вот тут, видите? Да. Кру. Заходить и выходить. Да-да. Как будет читать вот тоже? Шру. Шу. Шру. Ага. Дальше. Ауа. Ауа жуту. Угу. Дем Ава алу. жату. Темалу. То Да. есть ава — это что у нас? Воздух, да? Мы глотаем воздух, дышим. Вот. Понятно? Ава. То есть а уезжаешь же, говорят, да? Аэропорт. Ава — Аэро. это воздух. Да. Ага. Соответственно, жуту — это глотать воздух получится. Ава жуту. Демалу — получить в легкие, да, какой-то, ну как сказать. Есть у нас, вот смотрите, если получится демалу, да, демалу — это отдыхать, а демалу — это вот дышать получится, понятно? А, Когда человек отдыхает, он получает воздух, больше кислорода берет в этот в организм, получается, понятно? ну вообще да. Да, вот логично же, да? Дальше Да. идем. Шығарып. Шығарып. Шығарып салу. Шарпсалу. Мгм. Проводить. Проводить. Да, то есть, ну, столу — это вот, как сказать, выпроводить, да, шхарп столу. Есть слово у нас шру, а Да, есть шхарп столу, производное, да, проводить.
И гостей то есть выпроводить, да, то есть Ага. вот так вот. Мгм. Дальше идем. Какое слово у нас? Хоштасу. А коштасу, да, уже прощаться. Прощаться. Мгм. Коштасу. Кош кирдин говорят, да? Добро пожаловать. Кош кирдиныз, да? Коштасу прощаться. Шу. Вот. Пить. Шу, пить. Мгм. Жию. Кушать. Жию, принимать Ага. пищу, да? Дальше. Да. Ас-шу. Тамак-шу. Асшу. Да. То есть что мы здесь видим? Получается, эш — это что у нас? Давайте так. Эш — это у нас живот, эш. А, И, соответственно, когда мы воду туда наливаем, шу будет. Понятно? Шу. Вода же льется вовнутрь. а, Вот у нас есть живот, мы его водой наполнили, водой, да? Ну, заполнили водой. Получится шу. да. Вот. А есть еще, к примеру, ну, если вот условно говоря, как бы я вам покажу, хочу показать буквально с казахского языка, да? Асказан есть, да, у нас? Это что? Асказан, Да. ну, собственно, посуда для еды. Нет. Это Нет? желудок. А, Казан, в котором варится еда, это асказан. Внутри нас варится еда. а, Вот мы покушали, и вот сам желудок, он начинает, как сказать, варить это уже съеденное, да? И потом, ну, вот так вот, знаете, желудок. И асказан — это вот пищеварение же говорят, вот, ну, асказан. Поэтому казан, в котором, получается, с едой, короче, ну, которым уже, как сказать, обрабатывается еда для того, чтобы оно вышло, и казан с чтобы... едой — это желудок. Асказан, да, это желудок. Интересно. Да, асказан — это вы в любой медпункт пойдете, и получится ну, то есть асказанның там дәрісін асказанның дәрісі керек, вы скажете, да, там вам дадут от желудка. А, Вот, понятно, да? Что м. касается жил, да, а вот смотрите, теперь есть выражение асышу, а, отправлять, получается, у нас шу было пить, человек кушает, еду отправляет в рот, да, асшеды, да, то есть человек принял еду, отправил это в асказан, так? Асшу. То есть тамах тоже еда, ас тоже еда, так? Ас, шу, тамах, шу. То есть это два выражения. Человеку как понравится, либо ас, шу, либо тамах, шу, да? То есть можно так говорить. М. Понял? Видно, да? То есть, что интересно, вот именно смотрите, жил, глагол жил, оно, знаете, оно такое вот бытовое, вот именно, к примеру, там мама зовет своих детей покушать, да, там, тамакжи, да, там, тамакжи, да, вот именно, как сказать, ну, в бытовом общении. А вот именно если вы в ресторан пойдете, да, там уже, как сказать, уже типа культурно надо себя вести, да, там, асшу, да, то есть асшуге, либо тамакшуге бару, да, вот так вот именно, понятно, да? Асш, тамакш, вот так вот говорят. Дальше идем. Что у нас? Кою. Кую. Ставить. Угу. Хайнату. Кипятить. Кипятить. Хую. Налить. Кую, да? Кую. Хую. Кую. Давайте вот так вот. Вот так вот. Кую. Кы. Кую. Кую. Кью. Кую. Вот так Кью. вот. Вот так вот получится. Кью. Кую. Понятно? Кью. Кую, да. Кую. Да, вот так вот. То есть Кью. буква Ю, а, вот у нас даже буква И, да, то есть И делится на И, да, вот. Кую. Кую. Сама буква Ю, она состоит из вот этого вот. Вот не так. Получится вот так вот. Хую. Хую, понятно? Кью.
Хую, да, 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 да. Хую. Хую. Да, шай хую, либо, ну, то есть там, ну, условно говоря, покушать, потом вот здесь вот именно ставить чайник, да, вскипятить этот чайник и налить чай, да, то есть хую, шай хую, да, налить. Понятно? Вот, идем дальше. Стил. Мгм. Стив. Здесь, как вы Кусать. думаете, от какого слова? Ну, зубы. Зуб. Зуб. Да, Тыц, да? зуб. Тыц. Тыц. Стив. Да? Стив. Кусать. Ага. Шайнау. Жевать. Шайнем. А вот, ну, как сказать, ну, то есть через А говорят, да? Вот так вот. Ну, А, когда говорят шайнам. а, Ну, вот в разговорной речи вот шайнам. Вот так вот говорят. Шайнам. Понятно? а. Шайнам получится. Дальше идем. А пишется через А, да? Да. Ага. Шайнау. Дальше. Глотать. Почти по-английски. Да. Жуту. Житу, Глотать. глотать, да? То есть у нас, как там, как было у нас? А у вас житу, помните, дышать, да? А у вас жуту, да. Да. Глотать воздух. Дышать. А у вас житу. Угу. Дальше идем. Турау. Ага, Резать. это резать в значении мяса, да? Вот. Мгм. Резать Кесу. кису, Ножницами. ножницами, кису. Здесь есть различия, получается. Резать ножницами, да, и турау. На куски делить турау. Понятно? Разрезать, получается. Разрезать, да-да-да. Да, Кису — это вот, ну вот, на части там. Дальше да. идем. Жинау. Собирать. Мгм. Жиналу. Получится, Собираться. ага, здесь, смотрите, здесь сработали правила русского языка, получилось «жинал». Но вот так вот «жинал» получится, понятно? Вот, А, вот жинау. да-да, потому что Жиналу. сама «и», ага, да-да-да, вот. Смотрите, у нас буква «и», она там, где жуан, получится, там «ы» будет, да, «ы». Там, где женишки, она будет «и», да, то есть, к примеру, понятно? Там, где жуан «ы», там «кыин» мы скажем, да, «кыин». Вот есть у нас слово «кыин», это тяжело, да, тяжело. И вот это «и», она станет «кыин», да, то есть вначале «ы» должна быть, да, как слово «ми», «мы» будет, да, «мы», понятно? Просто это упущение уже, как сказать, правил грамматики, да, там не было времени у них, у этих людей, которые вот писали, да, то есть не доработали этот алфавит до конца, не убрали нужные буквы, да, то есть и короче, ну, там, короче, есть особенности, да, вот. Идем дальше. Дальше идем. Жинау. Собирать. Жиналу. Собираться. Собираться, да. Дальше идем. Так. Жандру. Включать. Söndru. Выключать. Да. То есть жанру — это включить свет элементарно, да, жанру. Сөндру — выключать. Мгм. Дальше идем. Ашу. Открывать. Жабу. Закрывать. Мгм. Рахмет айту. Поблагодарить. Кешеру. Простить. Мгм. Ölen айту. Петь. Или эн айту. Да, исполнять. То есть исполнять песню, да, вылинайту. Олень То и есть, эн, соответственно, синонимы, да? смотри, здесь вот как можно сказать, вылинайту. Вылин — это на самом деле стихотворение, Олень. а ан — это песня, да? Ага. И, соответственно, когда человек же поет, по сути, он, как сказать, говорит стих и поет, ну, то есть поет стихотворение, по сути, да, поэтому өлең айту, да. Вот. В разговорной речи говорят өлең айтты, да, там, аншы өлең айтты. А ан айту — это вот как раз-таки уже, ну, два варианта, как опять же людям понравится, либо өлең айту, либо ан айту, да, то есть на свое усмотрение человек выбирает. Вот, А эн, например, эн это энши.
Анше, да, Анше. Это певец, Да. вот, да? Дальше идем. И А танцевать. Оленьши Да. нельзя сказать? Тогда будет акын. А, Это поэт. По- Акын өлең жазды, да, там. Понятно? Акын өлең жазады, да? То есть человек, который поэт, это акын. Потому что казахский язык во все времена он развивался как знаете, вот как язык поэтов. Получается, люди очень то есть он хоть и письменно особо не развивался, да, он развивался как то есть устный язык. Всегда все запоминали и всегда могли вот именно разговаривать, да, то есть могли все стихами рассказать. Вот такой вот язык был в прошлом. Вот. И была очень вот есть айтет, к примеру, да, айтет, когда два человека исполняют на дамбре, да, то есть сразу сходу сочиняют и сразу выдают какую-то глобальные вещи, да, там, вот как рэперы нашего времени, да, так скажем. Вот. Ну, рэперы, они сходу сочиняют и говорят, да, там, спор. И там здесь сразу и, получается, и сочиняют, и начинают на дамбре, получается, вот именно какой-то какой-то спор у них начинается, когда же вот именно раньше же вот когда государство, казахское ханство было, люди решали вот такие вещи вот с помощью домбуры, с помощью вот именно слушали внимательно акханов, да, кто на какой стороне, там все выучивали, рассказывали, передавали. Могу вам сказать, что в Казахстане вот именно то есть очень богатая литература на казахском языке, 100 томов 100 томов литературы, писем. То есть в прошлом было это устное, да, то есть сказки, легенды, жирау, там, вот это вот все. Да, 100 томов Бабалар Сюзы есть. Там вы можете открыть даже, да, одних только стихотворений, то есть пословиц на казахском языке 2 или 3 тома, да, то есть в одном томе по 5000. Представляете? Вот пословиц одних. То есть люди были очень остры на язык, да, то есть люди могли остановить войны, да, благодаря казахскому языку, да, то есть это очень важный такой инструмент. Казах сөзге тоқтаған халық. То есть люди, то есть казахи могли остановить какую-то все события, да, то есть могли остановить именно словом, да, то есть могли договариваться. Дипломаты, короче, да. Поэтому это все влияет вот именно на сегодняшний день, да, там, и вообще в целом. Өлең, вот именно философия өлең айту, ән айту, это вот в этом заключается. Дальше идем танцевать. Билеу. Билеу и найти. Табу. Мы еще не дошли, да, получается, вот давайте вот так вот. Нравится, да? У нас есть. Унау. Унату. Мгм. Унату. Мгм. Сезю. Чувствовать. Мгм. Сделу. Искать. Так, Табу. Найти. так. То есть сделаю табу, да, вот именно Да. стезю, там, там, если это поговорить про отношения, да, там, нравится, унау, быть, когда, чем отличается унату? Когда человеку кто-то нравится, а унау — это кому-то нравится, типа вот так вот. Понятно? То есть, к примеру, Понятно. девушка, Если мне нравится Унау, наоборот, если... унату. Мен қызды унаттым говорят, да? А, Вот это вот унату, это вот когда вам нравится, да, там какая-нибудь девушка, да, к примеру, а унау — это девушка говорит там о парне, что она ему понравилась, типа вот так вот. а, Вот разница в понятно. этом. Быть Она нравится и унату. о ком-то говорит, что кому-то нравится, тогда это Унау. Да, то есть унау — это вот, А когда мне ну, нравится, это Унату. да, вот так вот. Мгм. А еще есть слово, если продолжать эту тему, да, гашик булу, да, там, влюбляться, да, то есть быть влюбленным, да, Да. гашик, да, и вот так вот, гашик. Ну, я не буду писать, гашик булу — это вот именно там влюбляться, быть влюбленным там и так далее. Короче, дальше идем. Сагну. Сагну.
Ансал. Ангсал. Вот Скучать. сагну, смотрите, здесь есть разница. Сагну — это когда вот именно просто скучать, а ансау — это вообще долго, прям уже человеку плохо настолько, что человек, ну, прям сильно плохо от того, что он скучает. Там, ну, очень длинное, долгое время Тоскует, ансайдер. наверное, да? Ну да, тоска, вот это вот все ансау. Вот, да. Дальше идем. Ренжу. Угу. Обижаться. Обижаться. Ökpeliu. Токпелев. Смотрите, что интересно, да? Как вы думаете, от какого слова происходит слово «укпелев»? Не знаю. Не знаете, да? Смотри, укпе — это что у нас? Укпе — это часть тела, это легкие, А, легкие человека. Почему человек, ну то есть почему люди обижаются? Потому что когда человек очень сильно злится, обижается, да? надулся, говорят. А? Что? Надулся, говорят. Ты на меня Да, да, надулся. в человеке, в легких наполняется сильно, то есть очень огромный воздух, да, там внутри воздух, он не может это перебороть, вот это вот воздух обиды, да, там, он, то есть, ну, через, как сказать, он не может отпустить, ну, там, больно же, да, этому человеку, окпилил, да, то есть вот это вот легкие, они страдают, короче, условно говоря. Поэтому окпилил, видите, как глубоко, да, вот тут. А ренжу, да, то есть это вот тоже вот, ну, либо ренжу, либо окупилю. Понятно? Мгм. Вот. Дальше идем. Последний, тут немного осталось. Кутеру. Угу. Кутиру Поднять. поднять. Тусыру. Отпустить. Угу. Косу. Соединить. Косулу. Присоединиться. Соединить что-то. Косулу Угу. присоединиться самому. Да? Да-да-да. То есть А, конференция по Ослу, да? Угу. а. Хорастру. Составлять. Заставлять. Угу. Жу. Мыть. Сурту. Вытереть. Вытереть. Стол, да, условно говоря, стол. Это для женщин, да, там, помыть, вытереть, да, стол умывать. Потому что казахи много ам, зовут гостей, да, поэтому я вот добавила эти слова, чтобы они были элементарными для того, чтобы люди могли выучить, да, умываться, да, еще жуну есть глагол, Жуну. Умываться. да. Вот что из этого понять? То есть вам, чтобы выучить казахский язык, условно говоря, нужно, получается, вот эти вот моменты, условно говоря, представить, сложить, ну, чтобы выучить казахский язык, я так думаю, да, на первый момент нужно вот эти вот слова просто визуализировать, да, условно говоря, представить, как это будет выглядеть. К примеру, я пришел в гости, да, к примеру, то есть познакомился с каким-то, ну, то есть узнал, либо познакомился с людьми, да, танцу, потом вышел домой, то есть зашел домой и вышел домой, да, потом люди посидели там, то есть в гостях, вышли дышать, подышать, условно говоря, да, покурить, да, перекур. Потом проводили этих гостей через некоторое время, там, в 4 или в 5 часов ночи, или когда там, или утром, да, даже, шхар в салу проводить. И в коштасу это будет прощаться. Так же легче учить, как вы думаете? Наверное, не знаю. Я не спец. Мгм. Нет, ну, я тоже не спец, да, то есть у меня нет такого филологического образования, но я хотел вот именно, чтобы люди могли, да, то есть как-то визуализировать, да, то есть чтобы они представили, да, то есть, к примеру, потому что если этого не будет, то человек не сможет, к сожалению, выучить казахский язык. Надо представить, как вы будете это говорить же потом, да, то есть, к примеру, придете в гости, тану элементарно, потихоньку эти слова выучите, да, то есть если не сейчас, то потом. Потом во время там, то есть в гостях уже, да, то есть человек кушает, либо пьет, либо ставит что-то, да, там кусает, да, там элементарные жевательные процессы, да, режет, собирается, да, то есть уходит домой. Вот эта вот картина, ну, то есть вот эта вот таблица, она полностью вот глаголы, которые вот на первое время, так скажем, они вам позволят как раз таки вот расшевелить вас,
как сказать, от незнания, небытия, так скажем, да. К примеру, вот именно, если вот именно вот этот момент взять, да, к примеру, алу, беру, да, то есть это обмен какой-то, да, алу, беру, потом алп келю, принести либо отнести, да, вот. Ну, то есть какой-нибудь товар, то есть взяли, либо дали, да, там. Отправили и вернули какую-то на почту, да, то есть на почту, по почте можно отправить, потом вернуть, вернуть этот товар, там, если не понравилось, да, там. Келесту — это уже в магазине, да, то есть или там, не знаю, какая-то совершается сделка, вы берете и договариваетесь с кем-то, келесесіз, да, келесу. Төлеу, уже оплатили за товар, потом просто продали и купили, сату и сатывалу. Вот. А здесь речь идет о том, что вот именно надо разобрать, чем отличается бару, от слова келю и кету. Понятно? Бару — это пойти, поехать. Там барб келю — сходить и съездить. Келю — уже сразу келю, да, приехать, приезжать. Кету — уже уходить, да, то есть с гостей. Понятно? Вот. Это, ну, здесь, думаю, все понятно, да, с глаголами. То есть теперь есть какая-то вот у вас картинка того, что вы узнали какие-то новые слова или, может быть, знали? Ну, Ага. скажем так, эти все, большинство слов я их как бы читал, проходил. Мгм. Ну, я так Да. вижу, что здесь собраны самые основные, самые ходовые, можно сказать, глаголы, которые составляют и ядро именно разговорного лексикона. Да, да, да. Здесь вот именно если вы же, вот что интересно, люди говорят: "Я хочу выучить казахский язык", сразу причем хочу заговорить. Но при этом слышать других людей, да, то есть они даже не, ну, то есть они не могут представить, как выглядят эти слова. Да, так и То есть. есть для того, чтобы, ну, давайте немного поговорим, да, наверное. Ну, я немного просто хочу об этом поделиться, и потом начнем, думаю, другой урок, да. Получается, вот люди хотят вот именно сразу договорить, но они не представляют, как без грамматики показать им эти слова, чтобы человек уже, то есть без языковой среды начал говорить, ему нужно письменную речь освоить, самому писать по-казахски прям, какие-то мысли, идеи потихоньку. Я пришел домой, мен үйге келдім, мен далаға шықтым. Для этого нужна грамматика, нужно, чтобы человек видел это, ну, продвижение, да, какое-то вот именно. Сам язык должен работать, помогать человеку выстраивать предложение, да, вот. Ну и, соответственно, сейчас есть переводчики, которые позволяют это сделать. Вот. А когда человек просто хочет вот именно, ну как сказать, здесь одно дело понимать казахский язык, да, то есть если, к примеру, человек казахский язык понимает, это 70% того, ну, то есть успеха того, что он человек этот заговорит, да, то есть понимание свое дело сделает, да, там, это казахи, да, которые вот говорят по-казахски, да, то есть у них внутри это все живет, и они достают это все, и потом начинают говорить. А есть люди, которые вообще не понимают, для них нужно вот с нуля. То есть вам нужно определиться, либо вы хотите просто понимать казахский язык, либо говорить. Если вы хотите сделать упор на понимание просто, на понимание, то вы не сможете заговорить. Надо, то есть, когда вы начнете сами говорить, воспроизводить то, что вы хотите, да, тогда вы начнете понимать других людей. Понятно? То есть сам процесс говорения заставит вас уже понимать. Вот. И потихоньку этот процесс пойдет. Вот. Я надеюсь, думаю, с этими глаголами все понятно, да? Общее видео длилось 1,5 часа, наше занятие, но Азамат попросил на две части, не то что попросил, а предложил такую идею поделить на две части. Вот. И вот на этом первая часть заканчивается. Кому было интересно, обязательно посмотрите вторую часть.
Мне это занятие показалось очень интересным, классным. Я его еще раз пересмотрел и еще раз буду смотреть и обязательно законспектирую. Вот. В конце первого видео здесь скажу, что Азамат преподаватель казахского. Кому интересно, ссылочка на него, на его контакты будет под этим видео. Можете к нему напрямую обращаться, если кому-то интересно заниматься казахским с репетитором. Вот. И что еще? Второе видео будет сразу после этого. На этом все. Ну, пока.